Итак, значит, слово предоставляется Титенковой Анне Юрьевне, как мы организуем процесс в начальной школе через интерактивные методы обучения. Уважаемые коллеги, мы хотим представить вам на нашей площадке свои наработки, которые мы уже активно внедряем, значит, которыми мы активно пользуемся и с которых уже получаем конкретные результаты. Ну, первый документ, к которому обязательно мы все обращаемся, это, конечно, наш федеральный стандарт, который до сих пор еще зарабатывается, пополняется. Но, тем не менее, если ориентироваться на федеральный стандарт, то уже четко и ясно понятно, что предъявляются ко всему образованию очень серьезные современные новые требования. И в том числе одно из требований – это так как меняется содержание, так как меняется работа самого педагога, так как меняются новые подходы, подразумевая новый стандарт, то, конечно, нужны новые технологии, новые методы и придумки. Современный урок. К современному уроку, вот если вы глазками приближитесь, то обратите внимание, достаточно много серьезных требований, которые предъявляются к современному уроку. Но и в том числе одно из требований, вот оно находится внизу, предполагает организацию сотрудничества и взаимодействия. Это однозначно говорит о том, что мы должны работу вести в направлении развития коммуникативных умений наших детей. И поэтому мы, задумавшись об этом, что действительно формирование универсальных учебных действий, это в том числе и одно из серьезнейших направлений – это коммуникативные умения, мы, естественно, задумались о том, какие новые технологии, методы, приемы могут способствовать формированию коммуникативных умений учащихся. И вот наша находка, хотя это, в принципе, известные техники, это огромный спектр, который подразумевает название интерактивное обучение. Ну вот если вы, опять же, на слайде глазками пробежитесь, то увидите, что оно как раз работает на обучение, которое основано на активном взаимодействии субъектов и объектов обучения. И цель интерактивного обучения – это создание комфортных условий, при которых каждый ученик может себя активно проявить, активно выступить, активно проговорить свою позицию. То есть таким образом организуется так называемое взаимодействие, которое предъявляется к современному уроку. Интерактивное обучение предполагает огромный пласт техник, методов и приемов. Ну, понятно, что все они для начальной школы не совсем приемлемы, поэтому мы, глубоко поработав над этой проблемой, определили, что есть необходимость выбрать определенные техники, определенные методы и приемы. И они должны обязательно подходить под ведущие признаки интерактивных взаимодействий. Первое, видите, многоголосие, то есть это говорит о том, что каждый ребенок выступает на уроке не единожды. Обязательно организация диалога, то есть опять субъектно-объектные отношения. Обязательно при этом организуется мыследеятельность, смыслотворчество и, конечно, свобода выбора, о которой я уже говорила, где каждый имеет право при организации в таком виде урока высказаться, обсудить, предположить, дать свое суждение по той или иной проблеме. Ну и, конечно, это все ведет к созданию ситуации успеха. Мы с вами знаем, что не все дети одинаковы в своем развитии, и, как правило, вот такая форма организации урока предполагает, что работают на данном уроке все, и слабые, и сильные. Ну вот, как я уже сказала, из большого набора интерактивных форм обучения мы отобрали одну из наиболее близких к пониманию и учителя, к пониманию детей, и к умению, к тому, что эти формы могут нам действительно работать на формирование коммуникации, это дискуссионные формы обучения. Два из них основных направления – это дискуссия и дебаты. Из этого набора техник мы отобрали методы и приемы, которые как раз формируют наивысшую, так сказать, стадию умения детей коммуникатировать – это дискуссия и дебаты. И самое главное, обе эти формы организации урока помогают ребенку не только в освоении предметных знаний, не только в умении осваивать универсальное действие, коммуникатировать, но все это пригодится в жизни. Мы с вами прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент человек, не умеющий общаться, для него это большая проблема в дальнейшем и в формировании своей профессии, и своих личностных каких-то категорий. Ну вот давайте несколько разведем еще понятия, что же вводится в понятие, относится к понятию дебаты и дискуссия. Дебаты и дискуссия – это обе формы, которые предполагают, если говорить обычным простым языком, это организация спора. Но оба они подразумевают определенную структуру, но имеют отличие. Если дебаты – это публичный обмен мыслями по актуальным вопросам, где каждый имеет право иметь некое свое мнение, свое суждение. А дискуссия предполагает, опять же, высказывание суждений, но для того, чтобы прийти все-таки к единому мнению, достижению определенной истины.
На сегодняшний момент, я предполагаю, мы люди с вами хоть и сильно заняты, но иногда по телевидению наблюдаем, как организуют сейчас очень много дебатов и дискуссий. И вот, честно сказать, если смотреть по тем правилам, которые действительно предъявляются к дискуссиям и к дебатам, я бы сказала, что на телевидении дебаты, дискуссии во многом с нарушением проводятся. Поэтому я думаю, что наша задача в том числе учить наших детей дебатировать и дискутировать по определенным правилам, чтобы не возникали конфликты. Вот перед вами слайд, который представляет наработки наши, то есть здесь представлены методы и приемы, которыми мы уже активно пользуемся, ну и в продолжении написаны другие, потому что на месте мы не стоим, и продолжаем осваивать приемы и методы, которые помогают нам формировать коммуникативные умения наших учащихся. Мы сегодня вам предложим некоторые из них. Очень просим, мы понимаем, что аудитория в данном случае сегодня сложилась небольшая, но, опять же, для того, чтобы немножко вам не уставать, а работать по делу, поэтому мы предлагаем вам поучаствовать в наших мастер-классах сменного режима, так скажем, да, и тогда наше время пройдет использование достаточно быстро. Значит, первое слово и первую свою работу я приглашаю представить педагогу Григорию, Людмилу Григорьевну. Она как раз познакомит вас с мозаикой, со своеобразным набором большого набора приемов, которые она достаточно серьезно и много отрабатывает с детьми. Пожалуйста, Людмила Григорьевна.